Около 5000 детей выходит на летний отдых в Алмазном крае. На данный момент из 29 детских оздоровительных учреждений района не заработал только один. Это лагерь «Орленок». Пока идет подготовка к открытию, загородный лагерь с проверкой посетили сотрудники Роспотребнадзора. А вместе с ними и наши специальные корреспонденты в Мирном Евгений Тайтонов и Марьяна Кутукова. «Орленок» – флагман среди детских оздоровительных учреждений Алмазного края и единственный лагерь в Мирнинском районе с круглосуточным пребыванием детей. Чтобы начать новый летний сезон, им необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. На что обращаем внимание при проверках, при обследованиях? Это обязательное подтверждение результатов лабораторно-инструментального контроля, параметров микроклимата, освещенности, качества питьевого водоснабжения. Питьевое водоснабжение контролируется перед открытием оздоровительного лагеря, а также в период всей летней кампании, в период работы лагеря. Проверка Роспотребнадзора начинается с самого главного – с пищеблока. Особое внимание уделяют оборудованию, наличию достаточного количества посуды и средств дезинфекции. Затем осматривают спальные помещения. По словам сотрудников «Орленка», лагерь готов на 95%. У нас сейчас идет полная подготовка, озеленение, уборка территории, помывка корпусов. Столовую готовим. Наш лагерь будет готов принять 810 детишек в 3 смены. Смена у нас работает по 21 день. Получается по 270 человек на смену. Всего у нас предусмотрено 10 отрядов. Самые маленькие от 7 лет и до 14 лет. Лагерь находится на берегу реки Малая Батуобия. Это намного упрощает вопрос обеспечения водой. На территории лагеря есть водоочистное сооружение. Как заверяют работники лагеря, только после очистки вода поступает в столовую, медицинский корпус, бассейн и санузел. Вот стоит у нас вагончик. У нас таких 2 вагончика. Это специально было сделано для детей. Там стоят унитазы, как в квартирах было устроено. То есть взамен наших обычных деревянных. Там тоже получается подведена вода горячая, холодная и септик рядом с каждым этим вагончиком. Представитель Роспотребнадзора не выявил нарушений в лагере «Орленок». Если результаты анализа воды будут соответствовать нормам Санпин, лагерь получит разрешение и с 20 июня сможет принять первых воспитанников. Евгений Тайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный.